Няны хирар хилметлу тамашчияр. Заз кати передача отход конзу стоматологические службы де пата 9 февраля Международный день стоматолога. Хадас посвященный. Заз кати якуз затрагивать конзу основной тема вери исанар сталкивающийся здоровые зубы, гарантия здоровья лоханихизде. Основной проблемой равазвадия, веридос, сарар патаха, не только сарар патаха, семи патаха, сарарих гала хархамар патаха. Хакмя гузгонзу, вери здоровье начинается с детства. Или воздух терминар для сгидал дюз произносить джизда хакимя за гузгонзу рустолди и зихати ихтилат. Здоровье детских зубов напрямую зависит от общими состояниями здоровья ребенка. Дети нуждаются в наблюдении стоматолога, поскольку здоровые зубы детей – это основа здоровья, красоты и хорошего самочувствия ребенка. Современное обращение к стоматологу позволит выявить начальные формы кариеса и предотвратить развитие осложнений. Ведь особенность молочных зубов – это не сформировавшаяся эмаль, структура которой отличается от структуры эмали постоянного зуба. Поэтому в детском возрасте чаще возникает кариес молочных зубов, и развивается он быстрее, чем у взрослых. Переходный период в развитии зубов ребенка происходит в возрасте от 6-9 лет. Стоматологи называют это состояние сменным прикусом. Растущие постоянные зубы меняют общую стоматологическую картину. В этом возрасте важно проследить за тем, чтобы формирование прикуса проходило правильно. И, конечно же, не забыть о профилактике и лечении. Сменный прикус завершается прорезыванием постоянных зубов. К 12 годам у ребенка сменяются почти все зубы. Взрослый набор зубов – предмет особого внимания, ведь они на всю жизнь. Важно внимательно следить за их ростом, заниматься профилактикой, своевременно обращаться за лечением. Именно в этом возрасте родители успешно могут повлиять на формирование прикуса, а также закрепить у ребенка ответственное отношение к своему стоматологическому здоровью. Психологически ребенок сейчас уже готов к осознанной работе о своих зубах. Дети в этом возрасте подвижные и бесстрашные. Это нормально. Какой ребенок не набил шишек? Однако зубы, которые тоже могут быть повреждены при падениях, нужно обязательно вовремя лечить. Отражаются на стоматологическом здоровье и общие инфекции, ранние формы гингивита, травматический стоматит, другие заболевания. Нужно вовремя обнаружить и лечить уже почти совсем взрослые зубы. Возраст 18 лет, 12-18 лет, половое развитие ребенка, гормональные изменения. На этой фоне забота о стоматологическом здоровье иногда может отойти на второй план. Может, но не должна. Зубы все еще развиваются, происходит окончательное формирование прикуса. О правильной гигиене полости рта нужно помнить постоянно. Ваш ребенок давно сам чистит зубы, но его по-прежнему нужно проверять. Подросток уже употребляет крепкий чай, кофе. Это значит, что на зубах может появиться желтоватый налет. А вы знаете, что здоровье растущих зубов во многом зависит от их чистоты. Микроэлементы для реминерализации зубов получают из слюны. Чем более загрязнена поверхность зубов,
тем меньше полезных компонентов они получают формирование правильного прикуса у ребенка. Вопрос, который до сих пор волнует родителей: в подростковом возрасте собственный внешний вид становится предметом внимательного изучения. Меры рекомендуемые: каждые полгода посещать стоматолога, проводить профессиональную гигиену полости рта, последовательно проводить профилактические мероприятия, не забывать о домашних способах профилактики, следить за состоянием зубов, своевременно обращаться в клинику, посещать стоматолога, ортодонта и следовать его рекомендациям. Уход за зубами и ртом – это важная процедура, которую должен соблюдать каждый. Чтобы рот всегда был здоровым, нужно всегда правильный образ жизни, соблюдать гигиену. Очень важным фактором нормального образа жизни является правильное питание, отказ от табака, чрезмерного употребления алкоголя. Соблюдение гигиены полости рта включает в себя регулярную чистку зубов. Чистить зубы должен каждый, как минимум 2 раза в день. То, что мы чистите зубы, не так важно, но нежели как часто вы это делаете. Большинство современных зубных паст имеет весьма высокое качество. И хотя их использование, безусловно, важно, но мало кому это бывает достаточно для того, чтобы обработать весь рот целиком. Не стоит пользоваться жесткими щетками. Лучше использовать мягкую зубную щетку, имеющую больше преимуществ. Старайтесь сделать так, чтобы основную часть времени щетки оставались чистыми. Очень важно промывать их после использования и перед тем, как использовать снова. Чистые щетки служат гораздо дольше, чем которые находятся в запущенном состоянии. Со временем щетина на щетке изнашивается, и тогда мы должны заменить щетку, так как на старой могут поселиться бактерии. Электрические зубные щетки сейчас более популярны, но они не более эффективны, чем обычные зубные щетки. Некоторые предпочитают пользоваться ими, но это как правило, те люди, которые просто убеждены в том, что такие щетки являются наилучшими. Чистка зубов не только устраняет зубной налет с их поверхности, но также и укрепляет десна, которые от этого становятся более здоровыми. В связи с тем, что сейчас основная часть пищи мягкая, десны не получают необходимый для них массажа. Поэтому чистка зубов помогает укреплять их и стимулировать кровоснабжение. Следовательно, в идеале мы должны чистить ваши десны так же тщательно, как и зубы. Вам необходимо чистить зубы по определенной методике и наблюдать за этим в зеркале, потому что так проще всего ничего не пропустить. Также важно избегать жестких щеток, имеющих обратный эффект. В первую очередь он сказывается на шейке зуба, повышает чувствительность пломбировочных зубов. Основным методом чистки зубов является протирание десен и шеек зубов, после которого набело прочищают шейку зуба. Если ваш рот здоров, то не должна вызывать кровоточивость десен, даже если вы чистите достаточно грубо. Кровоточивость десен в первую очередь вызвана воспалением, и его площадь увеличится, даже если вы станете чистить их мягче. Наиважнейший совет: после того, как вы чистите зубы, не полощите их целым стаканом воды. Достаточно сплюнуть зубную пасту, потому что полоскание снижает количество фтора, способного защищать зубы от кариеса. Каждый должен сам следить за своими зубами и ртом. Самый простой путь укрепить здоровье зубов, десен – это чистить зубы 2 раза в день.
и в идеале еще и пользоваться шелковой нитью, примерно в конце каждого дня. Если у вас есть, то вам необходимо регулярно пользоваться шелковой нитью, для того, чтобы не накапливался зубной налет. К тому же частичные или полные протезы зубные тоже требуют регулярной чистки. В первую очередь из-за воспаления и прочих признаков возникновения кариеса, вызванного зубным налетом. Всегда вынимайте вставные зубы перед сном. Чистите их, а затем оставляйте их в растворе, содержащем антисептические вещества, например, гипохлорид, или специальном растворе. А по утрам чистите их щеткой и водой с мылом перед тем, как снова вставить в рот. В этом случае слизистая под искусственными зубами будет оставаться здоровой. Если вы носите вставную челюсть 24 часа в сутки, то можете стать более уязвимыми для грибковой инфекции. Такие важные регулярно проверяются у стоматолога. Причем людям необходимо делать это каждые 6 месяцев. Регулярные проверки необходимо проводить, даже если у вас совсем не осталось своих зубов, и вы носите полные зубные протезы. Это необходимо потому, что стоматолог следит не только за зубами, но и за общим состоянием рта, чтобы не упустить такие болезни, как грибковые инфекции или рак, которые могут быть незаметны на ранних стадиях развития. В норме вам, скорее всего, не надо будет вставлять новые пломбы. Но когда у вас только сформируется вторая смена зубов, но вам может потребоваться замена старых пломб. Любая пломба или протез может ограниченный срок годности, поэтому что со временем они разрушаются. Тем не менее, есть возможность значительно продлить срок их службы, если вы будете следить за своим ртом и регулярно посещать стоматолога. Небрежное отношение к гигиене рта, любое снижение необходимого количества слюны с возрастом или из-за приема лекарств, радиотерапия, используемая, например, для лечения рака, все это может сделать зубы более уязвимыми для кариеса. Также часто только во взрослом возрасте начинаются заболевания десен, пародонта. Бывают случаи, когда это заболевание развивается уже к 20 годам, а иногда, хотя и редко в детстве. Если у вас наблюдаются такие симптомы, как кровоточивость десен, неприятный запах изо рта, плохое восприятие вкуса, расшатывание зубов, то вам также нужно предпринять усилия меры по гигиене рта, чтобы предотвратить преждевременную потерю зубов. Кроме того, необходимо осознать, что курение – это неизбежный источник проблемы для полости рта. В первую очередь это относится к плохому запаху изо рта. Курение снижает необходимый уровень слюны, не давая ей возможности поддерживать рот в чистоте. К тому же от курения образуются неприятные темно-коричневые пятна на зубах, которые трудно удалить. Оно ухудшает протекание заболевания периодонта. Так что курильщики страдают от них в первую очередь. Но самое важное то, что курение может стать причиной образования большого количества белого налета, а также грибковых заболеваний, при прочих проблем, исключить рак полости рта. И доклад стоматологический реквиз ктяна заслуг гонзо к виридас хура стоматологическое здоровье в первую очередь. Квест чох согул ябгуна.